Говоря о произошедших преобразованиях в системе регионального Минобра, руководитель ведомства Ахмед Башир Цароев отметил, в частности, успехи, достигнутые в рамках реализации национальных проектов образования и демография. Так, в 2024 году открыты новые объекты, а именно 8 общеобразовательных организаций с проектной мощностью 5068 ученических мест и 2 детских сада на 440 мест. Основным приоритетом национального проекта образования является развитие творческого потенциала детей и молодежи. Реализация проекта «Современная школа», успех каждого ребенка позволил дополнительному образованию занять уверенные позиции. В 2024 году в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятия физической культурой и спортом. В целях создания соответствующих условий для занятия физической культурой и спортом в 2024 году установлены 6 спортивных площадок и выделен спортивный инвентарь. На базе 8 школ созданы центры естественно-научной и технологической направленности «Точки роста». Всего на сегодняшний день в республике функционирует 111 точки роста. В первоочередном порядке в общеобразовательные организации зачислены 49 детей-участников СВО, трудоустроены 13 членов семей участников спецоперации и 1 военнослужащий. Министерство образования региона отчиталось об организации работы по предоставлению бесплатного горячего питания в государственных общеобразовательных учреждениях республики детям, мобилизованных с 5 по 11 классы. Коллегия по итогам работы за 2024 год продолжилась докладом о достигнутых результатах в развитии дополнительного образования. На сегодняшний день в Республике Ингушетия функционирует 12 учреждений дополнительного образования. Вместе с тем, среди общеобразовательных организаций 259 организаций являются лицензиатами дополнительного образования детей, которые ведут работы по 6 направлениям. За 2024 год программами дополнительного образования, включая спортивное направление и предпрофессиональную подготовку в возрасте от 5 до 18 лет, охвачено более 88 тысяч детей. Российское движение детей и молодежи – это совместный с детьми проект РДДМ, сплачивает все организации, движения и объединения в стране, охватывая наибольшее количество детей и подростков, обеспечивая им огромную поддержку. Их называют пионерами своего отечества. В движении первых открыто 218 первичных отделений. Это по состоянию на 13 марта. Из них 151 это на базе общеобразовательных учреждений, 22 на базе среднего профессионального образования, в вузах 2, в учреждениях дошкольного образования 5, ну и оставшиеся в учреждениях культуры, спорта. Говоря о задачах на текущий год, в ведомстве отметили, что будут держаться намеченного курса, продолжая развивать те сферы и направления, за которые взялись в прошлом году. В 2025 году мы собираем продолжать те темпы в качестве образования, которые были поставлены и главой государства, и главой нашей республики. У нас планируется открытие дополнительно еще ряд образовательных организаций, таких как школы, детские сады, участие программы, государственной программы «Профессионалитет» и оказание качественного образования нашему подрастающему поколению. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин призвал не сбавлять темп работ, усилить по мере возможности там, где можно повлиять на качество организации образовательной деятельности в школах и в средних учебных заведениях. Огромную славу благодарности от главы республики за этот ваш тяжелый труд. Это очень тяжелый труд. Да, воспитывать подрастающее поколение. Так, в целом, спасибо. Министерство работает, все на местах работает. Вроде бы у нас таких вот ЧПшных происхождений не происходит. Спасибо. В заключительной части мероприятия состоялось награждение юбилейной медалью «100 лет государственности Республики Ингушетия». Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.